окно и глянул вверх. И тут мне сзади говорят: ты посмотри, опять бомбят. А я ответил: это просто фейерверк. Кому в ответ, кто говорил? Ведь я один в квартире был. Жена у матери давно, наверное, спит. Я оглянулся, что за бред? Передо мной стоял мой дед, который в 45-м был убит. Жена пилотка ППШ, а я стоял, едва дыша, и головой мотал, чтоб сон скорей прогнать. Но дед не думал уходить, он попросил воды испить, потом сказал: присядем, внук, чего стоять. Напротив деда я сидел и словно в зеркало глядел, и дым махорки незнакомый мне вдыхал. А дед курил и говорил про то, где воевал, где был, и как на ударе в него снаряд попал. Тут его взгляд печальным стал, и дед надолго замолчал, потом вздохнул и произнес: скажи мне, внук, ты отчего же так живешь, как будто свой башмак жуешь, как будто жизнь для тебя сплошной недуг? Я растерялся, но потом ему все вывалил брудом, что современный человек такая дрянь, что я ишачу на козла, что в людях совесть умерла, и что отмыться нам не хватит в мире бань. Я что-то там еще кричал, но тут кулак на стол упал. Горячим страшным взглядом дед меня свербил. Тебе б со стороны взглянуть, мой внук, на жизни своей суть, и ты б тогда совсем не так заговорил. Ты был талантлив, всех любил, но все в деньгах похоронил. Искал разгадку смысла жизни, а теперь ты ищешь баб на стороне, забыв о сыне и жене, и между миром и тобой стальная дверь. Неужто ради ваших скалов за хлеб и зрелище мешок мы погибали под огнем фашистских крыс? Эх, нету Гитлера на вас, тогда вы поняли за час всю ценность жизни, ее прелесть, ее смысл. Уже рассвет входил в мой дом, и пели птицы под окном. Солдат исчез, и я вдруг начал понимать: в любом из нас живет война, и я не знаю, чья вина, но нам на ней нельзя, ребята, погибать. В любом из нас живет война, не знаю, чья в этом вина, но нам на ней нельзя, ребята, погибать.